Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций активно внедряет в Азербайджане цифровизацию сельского хозяйства. Об этом заявил представитель ФАО в Турции Виорель Гуту. ФАО сотрудничает с Министерством экологии, Агентством продовольственной безопасности. У нас есть проекты национального масштаба и есть пилотные проекты. Касательно Азербайджана, хотелось бы особенно отметить проект по цифровизации сельского хозяйства. Это входит в нашу глобальную инициативу Digital Villages, что означает применение IT-решений на уровне сельской местности. Сейчас это есть во многих странах. Мы это активно внедряем в Азербайджане, сказал Гуту, добавив, что ФАО видит огромный потенциал в реализации этой идеи в нашей стране. Представитель организации отметил также, что ФАО является уникальной платформой для передачи передовых знаний и опыта различных стран. Координатор ФАО привел в пример Турцию, где самый крупный проект связан с переработкой пищевых отходов. Сейчас полученный там опыт мы реализуем в других странах, в том числе в Азербайджане. Для нас это очень важная тема, мы пытаемся изменить тенденции подхода к этому вопросу. В этой связи ведется активная работа с Азербайджаном. Мы все осуществляем поэтапно. Сначала ведутся исследования, разрабатывается стратегия и далее она реализуется, заявил Виорель Гуту. Рахманова Динара, заместитель представителя продовольственной сельскохозяйственной организации ООН ФАО в Кыргызстане. Мы участвуем в региональном заседании в рамках реализации программы между продовольственной сельскохозяйственной организацией ООН ФАО в субрегионе и Турции. То есть у нас есть такая программа ФАО Турция, программа партнерства, которая оказывает техническую помощь странам региона, странам Центральной Азии, плюс Турция и Азербайджан. В рамках данной программы Турция выделяет финансовые средства для того, чтобы ФАО реализовывала программы в области обеспечения продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства, животноводства, ну и по всем направлениям, все, что касается сельского хозяйства. В частности, сегодня мы обсуждаем успешные проекты, какие были кейсы, какие успехи, какие были положительные результаты данных проектов, и обсуждаем программы на будущее. Вот, что касается Кыргызстана, проекты, было очень много проектов, но вот одним из таких вот наиболее успешных проектов, я считаю, что были проекты в области животноводства, в области управления по контролю за саранчевыми, в области аквакультуры и рыбоводства, в области развития потенциала сельских женщин, ну и много, конечно, других проектов, а также, кстати, в области борьбы с опустыниванием. Но хочется сказать, что все эти проекты имеют региональный характер для субрегиона, поэтому очень важно, что мы сегодня здесь собрались, потому что эти проекты, в частности, вот что касается, допустим, борьба с животными, борьба с саранчевыми, болезни животных, или управление водными ресурсами, они имеют не локальный характер, они характерны не для одной страны, а для региона, для саранчи, либо для болезней животных нет границ. И поэтому очень важно региональное сотрудничество. И мы очень благодарны, конечно, правительству Турции, которое оказывает финансовую поддержку в реализации данных проектов. Ну а со стороны ФАО мы оказываем экспертную поддержку. Мы используем, конечно, потенциал, опыт экспертов с региона, турецких экспертов, вы знаете, очень много у них продвинуты в развитии лесоводства, рыбоводства, животноводства, болезней животных. Поэтому я считаю, что мы очень успешно координируем на вот таком субрегиональном уровне, используем и обмениваемся опытом между странами и внедряем наиболее передовые технологии ведения сельского хозяйства и развития и обеспечения продовольственной безопасности. Мусаев Алмаз, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министринин алдындагы токой кызматынын жетекчиси. Бүгүнкү күндө ошол Азербайжан Республикасынын Баку шаарында бүгүнкү ошол ФАО мекемеси менен биргеликте бир күндүк семинар болуп атат. Бул жерде бүгүн ошол туруктуу өнүгүү боюнча сөз болот.
Бүгүн ушул ФАО менен Кыргызстандын кызматташтыгы көп жылдан бери кызматташтык болуп келатат. Бул биздин эң башкы баягы биздин кызматташып жүргөн бир партнерибиз болуп саналат. ФАОнун аркасы менен бүгүнкү күндө ошол айыл чарбасында азык түлүк коопсуздугу боюнча көптөгөн программалар ишке ашып атат. Анын ичинде бизге ошол бүгүнкү күндө ошол болуп жаткан токой өстүрүү боюнча дагы, ошол климаттык туруктуулукту сактоо боюнча дагы чоң долбоорлор ишке ашып атат. Бүгүнкү күндө ошол ФАОнун алкагында 5 долбоор иштелип жатат. Негизгиси бул долбоорлор бүгүнкү күндө ошол ФАО менен жана Түрк Республикасынын колдоосунун алкагында жүрүп жатат. Акыркы ушул ФАО менен Кыргыз Республикасынын ушул кызматташуусу боюнча 22-жыл декабрда 27-жылга чейинки ушул кызматташуу боюнча кол коюлду. Бул жерде бүгүнкү күндө ошол ФАО ошол бүткүл климаттык фонддон 29,9 миллион долларлык проектини биргеликте ошол Кыргызстан Республикасы менен чогуу жүргүзөбүз. Бул ошол Кыргызстандагы токойлорду сактоо жана деградация болгон жайыктарды калыбына келтирүү боюнча иш-чараларды алып барууга жардам берет. Андан сырткары бизде бүгүнкү күндө ошол Түрк Республикасы менен дагы абдан тыгыз байланыш, токойду бүгүнкү күндө сактоо, коргоо боюнча дагы көптөгөн иштер ишке ашырылып жатат. Сегодня мы собрались в Баку, чтобы обсудить партнерскую программу ФАО Турция, ее внедрение, имплементации в разных странах, где данные программы внедряются. На данный момент мы обсуждаем две программы сотрудничества ФАО Турция, одна в области сельского хозяйства, другая в области лесного хозяйства. Я должен отметить, что эта программа активно имплементируется и в Кыргызской республике, и у нас есть чем порадоваться нашими результатами во внедрении данных программ. Сегодня у нас участвуют коллеги и из Кыргызской республики, и будем обмениваться опытом с разными другими странами, как Центральной Азии, так и Кавказа, Молдова и Турция, которые участвуют в данной конференции. Меня зовут Виарел Гуцу, я являюсь субрегиональным координатором ФАО по Центральной Азии, также временно исполняющим обязанность представителем ФАО в Кыргызской республике. Состоялось собрание Бакинского отделения Академии наук Туран. Национальная академия Туран, расположенная в Ташкенте, столице Узбекистана, имеет филиалы в тюркских республиках. В настоящее время она насчитывает более 200 действительных членов, академиков и около 100 почетных членов, почетных ученых из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Германии, России и Литвы. Состоялось собрание Бакинского отделения Академии наук Туран под председательством академика профессора Сабира Али Гусейноглу. Руководитель филиала представил отчет о проделанной работе в 2022 году. Он заявил, что были подписаны успешные программы и приняты новые члены. В этот период он поделился своими мыслями о приеме нескольких членов азербайджанского научного сообщества в Академию наук Туран. Известные представители науки, литературы и искусства, выходцы из Туркестана или родившиеся на древних туранских землях и в зарубежных странах, заявляли, что внесли большой вклад в развитие своего международного имиджа, поддерживая постоянную связь со своей исторической родиной. Специально приглашенный к этой встрече поприветствовал маршал азербайджанского происхождения Узеир Вахабов, приехавший из Украины и командующий запорожскими казаками, маршала Ярослава Бончука. Выступившие на собрании участники высоко оценили деятельность Бакинского отделения Академии наук Туран, пожелав им успехов и не отворачиваясь от настоящего союза Туран. Украинские маршалы оценили освобождение за 44 дня карабахских земель, находившихся под армянской оккупацией Азербайджана, как войну, закончившуюся очень быстро в истории войны, и пожелали президенту Азербайджана и армии успехов. Затем состоялось вручение академического диплома члена филиала Маиса Амрахова. Амрахову, получившему новый академический билет, пожелали успеха в научной деятельности. По итогам встречи были определены задачи, которые предстоит решить в 2023 году. Участники сделали семейное фото перед памятником бывшему президенту Азербайджану Гейдару Алиеву в этом районе.
Состоялась презентация первых магистерских программ Итальяно-Азербайджанского университета. В университете АДА состоялась презентация первых магистерских программ, предлагаемых Итальяно-Азербайджанским университетом в сотрудничестве с итальянскими вузами. Открывший мероприятие ректор университета АДА Хафиз Пашаев отметил, что сегодня открывается новая страница в истории вуза. Новый университет – это продолжение АДА. Будут созданы два новых факультета, один из которых – архитектура и дизайн, ведь для восстановления освобожденных территорий необходима талантливая молодежь в этих направлениях, заявил Пашаев. По его словам, вторым станет факультет сельского хозяйства, поскольку эта сфера является второй по величине в Азербайджане. В партнерские итальянские университеты также будут отправлять наших сотрудников для получения докторской степени. Мы уже начали работу в этом направлении, отобрали 10 кандидатов, заявил ректор. В апреле прошлого года в Баку состоялась закладка фундамента Итальяно-Азербайджанского университета. В реализации проекта принимают участие университет АДА, а также 5 итальянских вузов – Болонский университет, Миланский, Политехнический университет Турина, университет Сапиенца, университет Луис. К учреждению Итальяно-Азербайджанского университета, созданного по инициативе президента Ильхама Алиева, привлечены 5 ведущих высших учебных заведений Италии. Учебные программы уже составлены. Об этом в интервью телеканалу «Пирамида» заявил ректор университета АДА посол Хафиз Пашаев. Сегодня в мероприятии принимают участие делегации от каждого вуза. Была дана подробная информация о новых программах, обсуждены дальнейшие программы. В рамках проекта Итальяно-Азербайджанского университета были представлены такие специальности, как глобальный менеджмент и политика, и управление продовольственными системами, которые будут преподаваться по программе магистратуры. Целью обучения по этим специальностям является подготовка высококвалифицированных кадров по приоритетным направлениям экономики, отметил ректор. Gölgesinde oturamam, yaprak senden incinmesin. Temizlendi girme zara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, Yol kısalır aşk gelince. yollar uzun, yollar ince, Yol kısalır aşk gelince. Yaz kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Yaz kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana.
gelmesin yakın sana. Uzak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince. Yaz kurban ol İsmailce. Bıçak Senden incinmesin. yaz, kurban ol İsmailce. Bıçak senden incinmesin. В Узбекистане представлена книга «Из тюркского мира в Шушу, из Шуши в тюркский мир». В рамках проекта «Из тюркского мира в Шушу, из Шуши в тюркский мир», осуществляемого Всемирным союзом молодых тюркских писателей при поддержке Молодежного фонда Азербайджанской Республики, выходит в свет одноименное издание. Проект был представлен в Азербайджанском культурном центре Гейдара Алиева в Узбекистане. В мероприятии приняли участие деятели науки, культуры, искусства Узбекистана, поэты и писатели, педагоги, горожане, представители узбекского народа, студенты. Директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов обратил внимание на роль Шуши в истории и культуре и процитировал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о Шуше. Шуша – это и гордость, и национальное самосознание, и культура, и искусство, и история для Азербайджана. Самир Аббасов сказал, что тюркская культура с ее древними историческими корнями и широкой географией уже объединилась в Шуше, и этот очаровательный город взял на себя миссию объединяющего культурного моста между тюркскими народами. Дипломат подчеркнул, что древний город Шуша, колыбель азербайджанской культуры, был объявлен Тюрксой в 2023 году культурной столицей тюркского мира. Говоря о проектах, осуществленных возглавляемой им организацией к году Шуша, Аббасов сказал, что продвижение издания «Из тюркского мира в Шушу» и «Из Шуши в тюркский мир» было первым мероприятием, проведенным в Узбекистане. Он отметил, что в издание вошли стихи и рассказы о Шуше 17 поэтов и писателей, освещающих тюркский мир. Поэт Гайрат Маджид, вице-президент Союза писателей Узбекистана, поделился своими впечатлениями о посещении Шуши и отметил, что Шуша – редкий город со своей древней историей, богатой культурой, поэзией и уникальными традициями. Ректор Узбекского государственного института культуры и искусств, доктор педагогических наук и философии Эльдор Шерманов отметил важность подобных мероприятий в культурно-литературных отношениях Азербайджана и Узбекистана и выразил благодарность Азербайджанскому культурному центру. Зав. Кафедрой Ташкентского государственного университета Алишер Наваи профессор Нурбай Джабаров сказал, что это яркое событие для тюркского мира. Руководитель проекта, глава Всемирного союза молодых тюркских писателей, поэт Интигам Яшар также поблагодарил руководство Азербайджанского культурного центра, организовавшего церемонию продвижения, и рассказал о важности подобных изданий в тюркском мире. В завершении группа представителей интеллигенции была награждена почетными грамотами Азербайджанского молодежного фонда и Всемирного союза молодых тюркских писателей. Sayın izleyiciler, Fethiye'de Yörük Çadırı'na hoş geldiniz. Buyurun, burası da bizim Fethiye, denizin kıyısı. Мы продолжаем знакомить вас с культурой и традициями кочевников юрюк-туркменов. В сопровождении почетного президента Юрюк-Туркменской ассоциации в Стамбуле Юсуфа Эзеля мы посетили музей Юрюка Керимоглу. Музей Юрюк Керимоглу расположен в курортном городе Фетхие, провинции Мугла, Турции, прямо у берега моря, который является живой этнографической экспозицией, посвящена истории турецкого народа. Он является неким музеем.
Музей Юрюк Керимоглу – это результат 20-летнего осмысленного накопления экспонатов. Хозяин музея Исмаил Узуноглу одновременно является председателем Йорук и Туркменской ассоциации в городе Сейдикемер. Мы у него получили подробную информацию о Юрюк-туркменах. Он рассказал нам о том, как протекала жизнь кочевых туркменских племен. В музее расположены их жилища, предметы, используемые в быту, и утварь кочевников в макетах. Здесь можно узнать, как создавались ремесленные изделия, а также отведать пищу кочевников. Их главным источником дохода являлось скотоводство, а на время холодов они направлялись в долину, однако так не делали другие тюркские народы. Поэтому до сегодняшнего дня в Турции сохранилась традиция называть йорюками неутомимых и предприимчивых людей. Исмаил Узуноглу в музее Йорюк расставил специальные человеческие фигуры, которые иллюстрируют повседневную будничную жизнь йорюков, своих предков. В макетах отражают образ соседей предков Исмаил-бея. Посещение музея позволяет многое узнать о культуре страны, о ее традициях, увидев современную Турцию в совершенно ином обличье. Этнографический музей представляет собой аутентичную деревню, в которой воссоздали бытовые условия и уклад турецкого племени, предметы обихода, обряды и костюмы. Название «Музей Йорюк» – это сочетание турецких слов «юрюк» – «сильный», «воинственный» и «юрюмек» – «идти», «продвигаться». Этим словом также называется турецкий народ, ведущий кочевой образ жизни, который связан с отгонным скотоводством, в отличие от более оседлых тюркоязычных групп. Музей Йорюк в Фетхие, на территории небольшого полуострова, открытие которого состоялось 20 лет тому назад. Этнографический музей Йорюк символизирует собой историю этих мест, отражает те времена, когда здесь останавливались кочевые племена йорюков. Во время посещения музея Йорюк в Фетхие особое внимание обратите на внутренний интерьер музейных домиков, которые помогают сформировать представление о жизни людей в таких поселениях столетия назад.
sürülerin şeyleri belli olurdu. Böyle mesela değişik sesler. Nail Bey'in keçiler. Ha. Ya. Музейная экспозиция рассказывает о минувших временах, воспроизводит культуру и традиции местного народа, проживавшего на здешних землях много веков назад. В ходе экскурсии по музею туристы могут наблюдать за неспешной сельской жизнью, специально инсценированным для них эпизодами. Помимо этого, посетители имеют возможность увидеть процесс изготовления различных изделий ремесленниками, а затем выбрать для себя памятный подарок. Этнографический музей Йорюк в Фетхие, благодаря своему удачному месторасположению, парк находится среди живописных горных склонов, на которых растут в изобилии сосновые деревья. Посещение Йорюка всегда сопровождается отличным настроением, чему способствует любование окружающими природными красотами.
буглама, хашлама, басма, дымляма. Называйте как хотите. Это блюдо популярно не только в Азербайджане, но и в странах Средней Азии. Хотим дать пояснение к названию. В Азербайджане это блюдо называют хашлама или буглама. В некоторых регионах Средней Азии это басма, а в некоторых дымляма. Но как бы это блюдо ни называлось, оно очень вкусное. А самое главное, очень простое в исполнении. То есть его может приготовить человек, который не очень дружит с кухней. Только не пугайтесь длинного списка ингредиентов. Обязательные ингредиенты – это баранина, можно и с костями, и с жирком, или мякоть телятины. Репчатый лук, картофель, баклажаны, помидоры, болгарский перец, зеленый, желтый, красный, какой есть. Соль, красный перец, зира, на любителя. Все зависит от диаметра и размера вашего казана. Все продукты укладываются в один ряд. Накрываем казан крышкой и отправляем на огонь. Обратите внимание на то, что воды мы не наливаем, так как овощи дадут необходимый здесь минимум жидкости. А больше нам и не надо, потому как готовится это блюдо практически на пару. Вначале ставим казан на средний огонь, а как услышите, что закипело и забулькало, убавьте огонь до минимума и оставьте на минут 45-60. Время готовки зависит от того, какое у вас мясо.